Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 19 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологии, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. В университете действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. В БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Камеруна, Египта, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францесс». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмуллинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. Спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванта». Это современная, хорошо оснащенная база для практик и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Приемной кампании 2021 года средний балл был равен 68,7. Конкурс составил 11,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1765 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно в университете проводится Акмуллинская олимпиада, по итогам которой школьники получают дополнительные баллы при поступлении. До встречи в Акмуллинском университете! Добрый
Добрый вечер, уважаемые родители, учителя и выпускники школ. Мы рады приветствовать вас на родительском собрании, посвященное вопросам поступления и обучения. Сегодня мы работаем в прямом эфире, и вопросы свои можно будет задать в чате под видео. Мы обязательно на них на всех ответим в конце нашего эфира. А сейчас позвольте слово предоставить первому проректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Мустаеву Алмазу Флюровичу. Добрый вечер, дорогие абитуриенты, уважаемые родители, уважаемые учителя. Еще раз приветствуем вас вот в таких виртуальных стенах Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И сегодня мы расскажем о нашем университете с точки зрения поступления к нам на различные образовательные программы. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, которые касаются приемной кампании, которые касаются правил поступления не только в наш университет, но и во все вузы, не только региона, но и страны. И кроме того, мы поделимся с вами информацией об условиях проживания, как легко, проще адаптироваться в качестве студента-первокурсника, условия проживания в общежитии, то есть постараемся максимально быть полезными для вас уже с точки зрения не только подачи документов, но и процесса обучения, проживания в нашем вузе. Мы с 20 июня начали прием документов. Эта процедура для тех, кто поступает на бюджет, будет идти месяц, то есть до 20 июля. Другие ключевые даты, я тоже вам рекомендую их запомнить. Всегда вы можете на нашем сайте почерпнуть эту информацию. Что касается бюджетных мест, вот в коротком ролике говорили о количестве бюджетных мест, но буквально на этой неделе мы получили дополнительно 71 бюджетное место в магистратуру, что является признанием высокого уровня нашего университета среди педагогических вузов и среди вузов региона и России. Также я бы хотел обратить внимание на то, что здесь мы вам расскажем и об особенностях поступления не только на программы бакалавриата, магистратуры, но и на программы среднего профессионального образования, потому что внутри университета у нас работает колледж, очень популярный колледж с хорошей конкурсной ситуацией, где бюджетных мест у нас тоже достаточно, 530. Поэтому, конечно, мы будем рассказывать вам с точки зрения поступления на бюджет прежде всего, ну и, конечно, по особенностям поступления на внебюджетную основу мы тоже вам расскажем. Я долго времени вас не буду занимать, хочу только сказать, что мы вас ждем в нашем университете. Университет последние 2 года динамично развивается, объективно входит, причем по оценке Министерства просвещения, в 5 ведущих университетов педагогических страны. И кроме того, за последние годы значительные средства были вложены в укрепление материально-технической базы университета. Все факультеты буквально преобразились, было закуплено современное оборудование, большие средства вложены в создание хороших условий обучения и проживания. Ну и, конечно, вы, я думаю, знаете, слышали о том, что на базе университета сейчас появился на улице Октябрьской революции в центральном месте технопарк универсальных педагогических компетенций, где, конечно, вы сможете проходить обучение, профессиональные пробы и развиваться. Еще раз желаю вам всем удачи, поздравляю с наступающим выпускным всех выпускников. Ну и, конечно, мы вас ждем и готовы всегда вас проконсультировать, ответить на вопросы. И я надеюсь, что большинство из нашей аудитории выберут педагогический университет, поступят в Акмуллинский университет. Спасибо. Большое спасибо, Алмаз Флюрович. Ну а сегодняшнюю встречу проведу с вами я. Меня зовут Илюшина Наталья Степановна. Я начальник управления рекрутинга и карьерного развития. И я сегодня вас познакомлю с правилами приема и расскажу о тех секретах, которые вам нужно знать при поступлении и на что обратить свое внимание. Ну а дальше у меня будут в студии гости, которые тоже помогут мне ответить на ваши вопросы и так раз-таки прояснять ситуацию, потому что ждет первокурсников в тот период, когда они уже поступят, что нужно будет сделать и на что тоже обратить внимание. Можно мою презентацию? Ну, во-первых, хочу начать с того, какой мы университет. Как уже было сказано, нам есть чем похвастаться. Мы входим в университет
Университет ШОС – это шанхайская организация, куда входят вузы стран СНГ. Мы все между собой взаимодействуем. У нас есть программы по обмену студентами, по стажировкам и прочие форматы сотрудничества. Мы также можем похвастаться большим количеством мастерских по стандартам WorldSkills. Поэтому здесь тоже можно посмотреть, прийти, попробовать себя в профессии. Возможно, кто-то уже у нас был в гостях в этих самых мастерских. Также мы гордимся тем, что мы являемся опорным вузом России по продвижению русского языка. Возможно, тоже кто-то уже встречался с нашими волонтерами русского языка и участвовали в наших мероприятиях, где продвигалась культура и русский язык. Также, возможно, вы встречались с нашими студентами-выпускниками, которые были вашими вожатыми, так как у нас региональный центр подготовки вожатых, и мы являемся участниками Евразийского научного образовательного центра. И также совсем недавно мы присоединились и стали членом ассоциации бережливых вузов. Ну и, как видите, мы достаточно крупный университет, у нас более 11 тысяч студентов, достаточно большой выбор программ на любой вкус, и, мне кажется, можно выбрать практически любую профессию. И, конечно же, мы славимся тем, что у нас очень хорошо развита социальная сфера, социальная поддержка и очень большое количество творческих коллективов и студенческих объединений. Ну и мы достаточно крупный вуз с точки зрения инфраструктуры. У нас 12 корпусов, 7 общежитий, 2 бассейна, есть свой спортивно-оздоровительный комплекс и такая база отдыха Салихова, возможно, тоже уже кто-то в ней был и посещал. Ну и наша новинка – это наш технопарк универсальных педагогических компетенций. Кто не был, мы тоже готовы пригласить, показать, что это такое. Ну и хотела кратко познакомить вас с факультетами и институтами, потому что все равно еще бытует мнение, что педуниверситет готовит только учителей. Я хочу развеять этот миф сегодня и показать те специальности, которые мы реализуем на наших факультетах и институтах. В первую очередь хотела бы познакомить вас с Институтом физики, математики и цифровых нанотехнологий. Здесь обратите внимание на те специальности, шифр которых начинается с цифр 03, 09 и 11. Эти специальности не педагогические и готовят инженерные кадры. Обратите внимание, что в скобочках указаны бюджетные места. Как вы видите, сначала указана очная форма, потом очно-заочная и заочная. Так будет по всем факультетам сделано и по всем уровням подготовки, чтобы вам было удобно ориентироваться в наших специальностях и количестве бюджетных мест. Также, конечно же, этот институт готовит учителей физики, математики и информатики. И есть магистерские программы. Вот здесь программа «Прикладная информатика в цифровой экономике». Это совершенно новая программа. Как раз-таки дополнительные места на нее пришли, 15 бюджетных мест по очной форме обучения. И 2 программы, которые рассчитаны на учителей и действующих работников системы образования, которые хотят преподавать физику, математику и информатику. Следующий факультет – это естественно-географический, он тоже один из самых старых. Здесь большой накоплен опыт преподавания биологии, химии, географии, экологии. Здесь также готовятся не только педагогические кадры, здесь мы готовим экологов в области охраны природы. Здесь мы готовим биологов по профилям биоэкология и генетика. Есть совершенно новое направление, у нас такой педагог дополнительного образования по направленности, как раз-таки по которым работают центры доп. Образования. И достаточно широкий перечень магистерских программ. Здесь тоже можно продолжить обучение экологам, биологам и тем, кто хочет связать свою жизнь с системой образования. Следующий тоже один из крупнейших институтов, это институт педагогики. Здесь более-менее понятно, конечно, кого он готовит, что в основном кадры готовятся для системы дошкольного образования и системы общего образования. Но здесь также, возможно, будут интересные профили и направления для тех, кто проявляет какие-то творческие способности, потому что есть у нас программа «Музыкальное образование» и «Художественное образование» по такой специализации «Хореография». Также мы здесь готовим социальных работников. Это тоже вот одно из новых таких направлений. Шифр начинается с цифры 39. И здесь же, в этом же институте, мы готовим логопедов, специалистов, которые работают в системе дошкольного образования с дефектами речи, которые готовят кадры для системы образования, где работают с детьми с ОВЗ и какими-то нарушениями в развитии. И тоже здесь есть новый профиль, это цифровые технологии в социальной сфере. Здесь акцент сделан на то, как правильно применять современные цифровые технологии в системе образования, что нужно, что можно и как это следует делать.
Ну и магистерские программы, тоже большой перечень. Здесь 3 программы управленческого характера. Это менеджмент в образовании, управление персоналом в образовательной организации и педагогика и психология высшего образования. Остальные программы более такие узкоспециализированные. Здесь я хотела бы еще обратить внимание, что не обязательно продолжать в магистратуре свой профиль, который вы получили в бакалавриате. Можно будет поменять свою специализацию. Например, вы получите диплом, допустим, по 39-й укрупненной группе, да, социальная защита и социальное обслуживание семей и детей. В магистратуру вы можете пойти, например, на управление персоналом в образовательной организации. Здесь нет никаких ограничений, можно менять свой профиль. А следующий институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Здесь, конечно же, в первую очередь готовятся учителя истории, права, экономики, обществознания. Но есть 2 специальности, которые готовят кадры не для системы образования. Это документоведение и документационное обеспечение управления и референт-аналитик. Также тоже есть магистерские программы. Здесь есть те, которые рассчитаны на учителей истории и обществознания. И есть программы управленческого характера. Причем, обратите внимание на количество бюджетных мест, достаточно большое. Поэтому приглашаем и учителей, и директоров, замдиректоров. С удовольствием будем рады видеть вас в наших стенах. Следующий маленький факультет, но очень важный, художественно-графический факультет. Здесь мы готовим кадры для системы дополнительного образования в творческой сфере. Здесь же готовятся дизайнеры. У нас в этом году один из первых наборов будет по дизайну. 10 бюджетных мест выделено. И декоративно-прикладное искусство и дизайн. Здесь разница в том, что декоративно-прикладное искусство и дизайн готовят более такие кадры, именно тех, которые больше что-то делают руками. А изобразительное искусство и технологии – это больше упор идет в систему образования, это учителя ИЗО, поэтому здесь вот именно такая тонкая грань. И есть также магистратура, достаточно тоже большим количеством мест. Коммуникативный дизайн – это программа такая на стыке коммуникации и дизайна. Уникальная программа, больше такой в республике точно нет. Тоже приглашаем, можете ознакомиться с программой. Следующий институт, один тоже из самых таких популярных у абитуриентов, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Здесь готовятся у нас учителя русского языка, татарского языка, иностранных языков. 3 основных языка иностранных – это английский, немецкий, французский. И также здесь готовятся переводчики. У переводчиков обычно языковые пары английский, немецкий, либо английский, французский. Также есть новая программа «Английский язык и киргизский язык». Это программа именно для тех абитуриентов, которые захотят участвовать в программе, которая связана с взаимодействием с Киргизией. Наш университет участвует в программе подготовки кадров для Киргизии, поэтому будет возможность попрактиковаться прямо в другой стране и, возможно, даже трудоустроиться там. Также здесь предусмотрены магистерские программы для учителей, языковедов. И есть 2 программы. Одна переводческая, вторая программа бизнес-коммуникации. Она, хотя и находится в направлении лингвистика, но здесь не обязательно знать иностранные языки. Бизнес-коммуникация, она полностью на русском языке, поэтому здесь нет никаких ограничений при поступлении. Следующий факультет – башкирская филология. Здесь, конечно же, в первую очередь готовятся учителя башкирского языка, но обратите внимание, есть тонкости. Есть программа башкирский язык, английский язык, башкирский язык, китайский язык, башкирский язык и начальное образование, башкирский язык и литература с дошкольной логопедией. Вот эти направления, они относительно новые и дают возможность трудоустройства не только учителям родного языка, но можно еще совмещать будет свою деятельность в системе либо начального образования, то есть это начальные классы, либо в детском саду тоже вести свою деятельность. В магистратуре здесь 2 образовательные программы. Одна Первая сравнительно-сопоставительное языкознание, она более рассчитана на преподавателей родных языков. А вторая программа связана с изучением именно восточных языков. Здесь у нас идут такие языки, как арабский, турецкий и китайский. Следующий тоже один из популярных наших факультетов, факультет психологии. Это единственный факультет, где у нас есть специалитет. То есть это такая программа, где учатся 5 лет. И дальше уже не обязательно идти в магистратуру. Магистратура для них будет считаться вторым высшим. И есть программа бакалавриата. Здесь я тоже напоминаю, после бакалавриата магистратура
дается бесплатно, можно поступать на бюджет. А здесь мы готовим, конечно же, в первую очередь психологов на программы коммерческие и педагогов-психологов. Здесь у нас два профиля – это психологическое консультирование и медиация в социальной сфере и психология в управлении и экономике. Здесь обратите внимание, что вот на профиль психологии в управлении и экономике выделены бюджетные места на все формы обучения – и на очный, и на заочный, и на очный-заочный. А магистратура здесь тоже достаточно большим перечнем представлена. Три основных таких специализации – это клиническая, семейная и организационная. И также один из новых таких профилей – детская психология. Тоже интересная программа, предназначена для тех, кто работает с детьми. Это может быть и сотрудники детских садиков, сотрудники центров доп. Образования, это могут быть и учителя. Программа психологии образования – это для тех, кто либо занимает должность педагог-психолог, либо хочет ее занимать, но здесь нет никаких ограничений в плане трудоустройства. Следующий у нас институт физической культуры и здоровья человека. Здесь, конечно, готовятся в первую очередь учителя физической культуры и тренера. Есть 4-летняя программа с одним профилем, это 440301 шифр физической культуры. Есть 5-летняя физическая культура и безопасность жизнедеятельности. Наверное, обратили внимание, вот когда два профиля указаны, это 5-летний бакалавриат, это только в педуниверситетах. Есть такая возможность готовить по двум профилям, и потом при трудоустройстве вы тоже будете уже иметь возможность работать по двум предметным линейкам. И здесь тоже есть магистерские программы уже для более глубокой специализации в какую-то область. Ну и, конечно же, у нас есть колледж, который принимает и на базе 9 классов, и на базе 11 классов. Здесь такая же логика. Здесь указана первая циферка – это бюджетная по очной форме обучения. И если есть, то по заочной форме обучения бюджетные места. Если вдруг есть набор, но нет бюджетных мест, то там будет указано просто слово «ком». Это означает, что будет набор как минимум одной коммерческой группы. Здесь тоже достаточно большой спектр программ, от педагогических и заканчивая айтишными, которые связаны с земельно-имущественными отношениями, творческие есть направления. Поэтому присмотритесь, возможно, кому-то что-то очень понравится, тем более есть преимущества. Здесь первое преимущество, то, что в колледже поступают не по результатам ЕГЭ, а поступают по среднему баллу аттестата. Это, конечно, большой плюс в некоторых случаях. Второй большой плюс, что после колледжа, когда поступают в университет, сокращается срок обучения. Зачисляетесь вы также на первый курс, но вам сокращают, переаттестовывают ту программу, которую вы изучали в колледже. Ну и, конечно, вы здесь тоже также можете сменить свою специальность. Например, вы в колледже учились на специальности туризм, но вдруг подумали, что вы хотите связать свое будущее с системой образования и быть, например, воспитателем. Вы можете пойти на программу «Дошкольное образование». Это не запрещено. И хотела бы сделать небольшой комментарий, что с этого года после колледжа в университет поступают по внутренним экзаменам, по профильным внутренним экзаменам. Здесь не надо их бояться. Это не в смысле, что вы будете сдавать как выпускной экзамен по какому-то предмету. Это все-таки экзамены для абитуриентов, поэтому уровень сложности соответствующий, потому что мы уже сталкиваемся с тем, что абитуриенты боятся этих экзаменов. Не надо бояться, программы вступительных испытаний уже есть. Будут проведены консультации, записи буквально на днях будут выложены, можно будет посмотреть, подготовиться, и если даже есть вопросы, то задать их. В колледже, единственное, некоторые специальности требуют дополнительных вступительных испытаний. Очный формат, скорее всего, этого уже будет. Это физическая культура, там сдаются нормативы. Изобразительное искусство, там будет экзамен по рисунку. И на музыкальное образование тоже будет внутренний творческий экзамен. Здесь, я думаю, все понимают специфику и необходимость этих экзаменов, потому что невозможно, наверное, прийти на учителя изобразительного искусства учиться, не умея рисовать. Ну и теперь переходим к вузу и к самому интересному. Как уже было сказано, у нас 1836 мест. Хочу сразу обратить внимание, что если вы увидите разницу в моей презентации с циферками и то, что на сайте, здесь это связано именно с тем, что были получены дополнительные места. На сайте информация не объединяется, она лежит в разных документах. Здесь же вы уже видите суммированные цифры, поэтому здесь более актуально. Как видите, у нас по очной форме обучения очень много мест, 748.
И достаточно тоже большое количество мест по заочной и очень заочной форме. Итого очень большая цифра, я думаю, что многим хватит, большие шансы на поступление. Мы обязательно, конечно, вас ждем и будем помогать вам и в процессе подачи документов. Мы обязательно вас поддержим. Следующее. Очень много вопросов поступает по наличию каких-то послаблений, каких-то льгот малоимущим, многодетным семьям. К сожалению, никаких таких каких-то упрощенных систем поступления нет. Есть 3 вида квоты. Что такое квота? Это отдельно выделенные места бюджетные, при подтверждении права на которое вы будете участвовать в отдельном конкурсе. Первая такая квота – это особая. Выделяется 10% бюджетных мест от бакалавриата и специалитета. Здесь вот указано их количество, по профилям оно тоже есть. Здесь нужно доказать, конечно, свое право. Например, если вы являетесь сиротой или инвалидом, нужно будет принести соответствующие документы и подтвердить свой статус. Все те, кто поступают по квотам, они зачисляются в самую первую волну, одни из первых, и все одним потоком. Поэтому тоже обратите на это внимание. Если вы, например, не прошли по конкурсу по особой квоте, вы имеете право участвовать в общем конкурсе. Следующее – это новая квота, специальная называется. Это льгота для детей, чьи родители либо участвовали, либо участвуют в спецоперации. 10% от бюджетных мест бакалавриата и специалитета тоже выделяется. Здесь тоже необходимо будет подтвердить документально факт причастности к спецоперации родителей. Здесь, если нужны отдельные консультации, подходите, подскажем, какие документы где можно будет взять. Следующее, более такая доступная для всех категория абитуриентов, это целевая квота. Целевая квота – это такая возможность поступить на бюджет и с гарантией трудоустройства. Нужно будет найти заказчика целевого обучения. Ну, например, для системы образования это может быть школа. Школа говорит, что через 5 лет им нужен будет учитель русского языка, а вы говорите, что вы хотите быть этим самым учителем русского языка и работать в этой школе. Тогда вы заключаете между собой договор, и уже вы имеете право участвовать в отдельном конкурсе. Также вы будете зачислены в первую волну, но единственное, вы потом должны будете, конечно, работать у своего заказчика не менее 3 лет. Если интересно, что такое целевое обучение, можно посмотреть по QR-коду информацию, там все размещено, подробно описано. Здесь обязателен факт наличия целевого договора. Без этого договора вы не сможете быть целевиком. Про то, как именно заключать договор, какие там есть нюансы, хитрости и сложности, есть отдельно у нас на YouTube-канале педуниверситета видео «Родительское собрание по целевому обучению». Можно посмотреть, там все тоже я подробно рассказываю. Если вопросы останутся, можно будет позвонить на горячую линию нашу, контакты у меня будут в конце, либо написать нам на почту. Следующее. Из чего состоит этап поступления? Ну, во-первых, конечно, нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента и представить следующий перечень документов. В первую очередь нужен паспорт, СНИЛС, аттестат или диплом. Аттестаты предоставляют те, кто закончил школу. В университет мы поступаем только после 11 классов, после 9 не перескакиваем. А диплом предоставляют те, кто поступают на базе колледжа, либо на второе высшее, либо в магистратуру. Соответственно, у этих людей будет диплом. Медицинская справка – тоже популярный вопрос. Медицинская справка нужна при поступлении на педагогические специальности. Это и касается и бакалавриата, и магистратуры. Справки достаточно по форме 086У, ее достаточно. Поэтому здесь вам нужно заранее посмотреть, есть ли она у вас. Также, если вы претендуете на какие-то особые права, нужны документы, которые подтверждают эти права. Причем они у вас должны быть в оригинале, тоже, чтобы мы видели, что у вас есть оригинал этого документа. Следующее. Вы уже после того, как подали документы, создали все, оформили, вы будете участвовать в конкурсе. Но обратите внимание, с этого года у нас уже пандемия пока, слава богу, отошла, и необходим будет обязателен при зачислении наличие аттестата либо диплома, то есть оригинал вашего документа. Без наличия оригинала вы не будете зачислены. У вас должно быть согласие на зачисление и оригинал документа. Вот на это обратите внимание, потому что из-за пандемии 2 года мы зачисляли без оригиналов. В этом году нужен оригинал. Следующее, что важно знать.
Во-первых, вы можете подать у нас в университете одновременно на 5 направлений, если вы поступаете на бюджет. Если вы поступаете на внебюджет, можете подать сколько угодно заявлений. В принципе, вы и учиться можете на сколько угодно направлений. Главное, чтобы сил хватило. Поэтому здесь главное рассчитать свои силы и возможности. А следующий момент, который я хотела бы уточнить. Некоторые думают, что можно написать любые баллы ЕГЭ, мы их зачтем. Нет, ЕГЭ будут подгружаться автоматически из федеральной системы физгеоприема. Поэтому, если даже вы не знаете свои результаты по ЕГЭ, документы можно подать автоматически, мы ваши данные поднимем. Следующий вопрос очень популярный. Можно ли сдать внутри университета те предметы, по которым нет ЕГЭ? Нет, нельзя. Этой возможностью могут пользоваться только несколько категорий. Это инвалиды и иностранные граждане. Ну и, конечно, те, кто поступают на базе колледжа. Они сдают внутренние экзамены. Все остальные, тем более после школы, идут по ЕГЭ. Причем неважно, в каком году вы закончили школу. Если вы, например, закончили, грубо говоря, в 70-м году и вдруг захотели в университет, нужно будет записаться в своем отделе образования на те ЕГЭ, которые нужны при поступлении. Следующее, о чем многие не знают, о том, что есть такое понятие индивидуальные достижения, которые дают дополнительные баллы. Об этом я тоже попозже расскажу более подробно. Ну и следующий момент. Многие забывают, что рейтинг абитуриента меняется в режиме реального времени. Причем у нас есть 4 возможности различных подачи документов, поэтому рейтинги могут меняться буквально каждую секунду. Поэтому здесь нужно запастись терпением и вниманием. Это и касается и родителей, и детей. Ну и тоже один из популярных вопросов. Зачисление на бюджет происходит в одну волну. Раньше было так, что 75% бюджетных мест закрывались в первом потоке, остатки были во втором. И можно было посмотреть, где вы прошли, где не прошли по конкурсу, быстренько переложить документы и все-таки поступить туда, куда хотели. Здесь в этом году такой возможности не будет. Нужно очень внимательно следить за конкурсными списками и очень внимательно отнестись к моменту предоставления оригинала. Потому что все произойдет в одну волну. Кто не сможет поступить, не успеет подать документы на бюджет, он сможет уже участвовать в конкурсе только на платные места, если они еще предусмотрены. Следующий момент, о котором многие даже и не знают, есть такое понятие минимальные баллы. По каждому предмету установлен минимум, который вы должны преодолеть по результатам ЕГЭ, либо по внутренним нашим вступительным испытаниям. Если например, математику у вас 27, а видите, у нас порог 39, значит, мы ваш результат по математике принять не можем. Здесь несколько вариантов ваших действий, если у вас вдруг нет математики. Это значит, что нужно найти специальность, где математика не указана в качестве вступительного испытания. Например, там указано обществознание. Если оно у вас есть, вы можете просто сменить специальность. Либо у нас есть такие специальности, где всего лишь 2 ЕГЭ и 1 внутренний экзамен. Там тоже в некоторых не нужна математика. И третий вариант, если вы уж совсем не проходите ни по какому набору ЕГЭ в университет, то вы, конечно, можете пойти в колледж и уже пользоваться преимуществами выпускника колледжа, когда его закончите. Также много вопросов про проходные баллы. Проходной балл – это такое понятие немножко пока вам бесполезное, потому что проходной балл формируется в конце приема, то есть тогда, когда все сдали свои документы и видно уже, кто проходит на бюджет. Поэтому сейчас этого проходного балла нет. Вы можете смотреть только по прошлому году, но ситуация из года в год меняется, ЕГЭ пишут по-разному, поэтому это такой индикатор, не очень, который может вас испугать. Например, я не знаю, вдруг вы испугаетесь и, например, на лингвистику увидите, что там проходной балл прям 300, и вы туда не подадите. А потом выяснится, что там прошли дети, у которых была средняя сумма по 3 экзаменам 160, например, и вы будете жалеть об этом. Поэтому не пугайтесь проходных баллов, подавайте документы туда, куда хотите, и внимательно следите за конкурсной ситуацией. Следующее, то, что нужно, наверное, знать, и пока еще можно посмотреть и где-то вспомнить, что у вас есть из этих индивидуальных достижений. Наличие знака отличия ГТО 2 балла вам дает, неважно какого он статуса, золотой, серебряный, бронзовый, 2 балла у вас может быть. Если у вас есть какие-то отличия в области физической культуры, то вы тоже можете получить доп. Баллы, если идете, конечно, в профильный институт. Если вы отличник, у вас есть диплом аттестат с отличием, прям должно быть написано, что с отличием, у вас будет еще плюс 5 баллов.
Если вы были волонтером последние 4 года, у вас есть волонтерская книжка, и в этом году у нас лимит за год не менее 30 часов, по-моему, там идет в год, то вы тоже можете рассчитывать на дополнительные баллы. Если за 4 года у вас по 30 часов, то 4 балла вы тоже можете получить. Ну и, конечно, если вы были победителями, призерами различного уровня олимпиад, например, из перечня Минпросвещения и Миноборнауки Российской Федерации, то призер получает 5 баллов, победитель 10. А если вы стали призером или победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и нашей Акмолинской олимпиады, мы даем вам 10 баллов. Если вы были победителем или призером регионального этапа, то получите 5 баллов. Также мы учитываем олимпиаду по башкирскому языку. Если вы идете на профильный филологический факультет, у вас будет 10 баллов. Если на непрофильный, то 5 баллов. Ну и чемпионат Обилимпикс традиционно у нас дают 5 баллов дополнительно. Здесь хочу дополнить, что суммарно мы можем начислить не более 10 дополнительных баллов, неважно, сколько у вас их по сумме. Вы можете набрать там хоть 30, но зачислим вам только 10. Это ограничение прописано в федеральном законе. Следующий нюанс, на что стоит обратить внимание, наверное, поступающим и родителям, это возможность предоставления нескольких ЕГЭ там, где это возможно. Вот здесь на примере у нас русский язык является обязательным ЕГЭ, но русский язык по всем специальностям является обязательным. И, например, биология тоже является обязательным. А вот где указано несколько предметов, означает, что можно выбрать. Это означает, либо вы сами выбираете, какой ЕГЭ у вас есть, либо математика, либо обществознание, либо вы предоставляете оба результаты по 2 ЕГЭ, и мы просто автоматически возьмем наибольший результат. Это такая хорошая возможность, вариативность. Это вот здесь вот у меня на примере только 2 предмета можно выбрать. Бывает у нас ситуации по 3-4 варианта можно выбрать, например, там еще информатика, литература или еще какие-то. Поэтому посмотрите очень внимательно, прежде чем будете подавать документы, что у вас есть из набора ЕГЭ и куда вы можете с этим набором ЕГЭ подать документы. Следующее, на что я хотела бы обратить внимание. Большая просьба пользоваться информацией только с официального сайта приемной комиссии. У нас есть официальные источники, у нас есть только одна группа во ВКонтакте. И наша горячая линия, телефон и почта. И только наш сайт. Больше нигде информацию просим не смотреть, потому что вы путаетесь в некоторых сайтах, в дизайнах. И очень много интересных и смешных ситуаций у нас бывает. А когда вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что почти все сделано для абитуриента, чтобы вы не промахнулись. Вам нужна кнопка «Абитуриенту». Например, когда вы на нее нажмете, выйдет такое меню. Первая кнопочка «Сайт приемной комиссии» вас именно перенесет на сайт приемной комиссии, где вы можете ознакомиться со всеми документами, там будет инфографика, там будет все красиво и интересно. Можете посмотреть. Если вы уже точно знаете, что куда вы подадите документы, вы можете сразу перейти к регистрации личного кабинета, это подать документы. Если у вас уже есть личный кабинет, вы уже успели зарегистрироваться, вы уже подали документы и хотите посмотреть, что, как там, какой статус, то нужно зайти в кнопочку «Личный кабинет абитуриента». Ну и иностранные граждане заходят в отдельную свою кнопочку, и у них отдельная своя страница. Здесь убедительная просьба. Во-первых, при регистрации вы будете, конечно же, указывать свою электронную почту. Очень много вопросов. Зарегистрировали личный кабинет, не могут вспомнить пароль от ящика, не помнят, какой ящик. Убедительная просьба, запишите где-то отдельно, какой у вас ящик, какой там пароль. Вся информация по приемной кампании будет поступать именно на эту почту, которую вы указали при регистрации. Поэтому к этому вопросу очень внимательно отнеситесь. Так, ну и следующее, когда вы перейдете на сайт приемной комиссии, увидите вот такой вот дизайн и видите, внизу есть ряд кнопочек по уровням образования. Здесь это сделано для удобства. Например, если вы поступаете в колледж, можете сразу выбрать кнопочку «Колледж», и там будет вся информация, которая касается колледжа. Следующее, когда вы перейдете на какой-то определенный уровень образования, вот, например, я перешла на уровень бакалавриат и специалитет, и увидите, что есть такая кнопочка наверху «Пошаговая инструкция для поступающего». Либо можно прокрутить колесико мышки вниз и увидите тоже пошаговую инструкцию. Здесь все расписано, как, что нужно, в каком формате отсканировать, очень подробно и понятно. Там же 5-м шагом вы увидите программы вступительных испытаний. Еще раз напоминаю, программы вступительных испытаний касаются тех, кто
у нас имеет статус инвалида, иностранного гражданина, кто поступает после колледжа и у кого есть творческие дополнительные вступительные испытания. Например, кто поступает на дизайн, у них есть рисунок экзамена. Соответственно, здесь смотрим, что будет в программе экзамена. Также, кстати, забыла сказать, что по всем вступительным испытаниям в ближайшие дни у нас на YouTube-канале педуниверситета будет сделан плейлист консультаций. Там тоже можно будет все посмотреть, послушать советы председателей и членов предметной комиссии и, возможно, задать вопросы, если они у вас есть. Дальше, когда вы прокрутите самый низ страницы, увидите блок с документами. Здесь тоже все очень понятно и подробно, можете посмотреть. Там очень много документов, поэтому на изучение этого блока лучше выделить побольше времени. Здесь тоже много интересного для вас, но, в принципе, в презентации я кратко изложила то, что здесь есть. Презентацию тоже выложим, и запись можно будет тоже посмотреть. Вот так вот выглядит наш YouTube-канал на данный момент. Можно с QR-кода туда попасть. На данный момент выложено из того, что сейчас полезно для абитуриентов, это презентации магистерских программ, которые мы набираем в этом году. Можно уже с ними ознакомиться. Здесь же вот следующим блоком появится плейлист с консультациями. Следующее. При регистрации вы увидите такой вот дизайн личного кабинета. И обратите внимание, здесь, наверное, можно даже больше для родителей. Видите кнопочку «Войти без регистрации». Если вы хотите посмотреть, на какой позиции ваш ребенок, вы можете зайти на эту кнопочку, нажать на эту кнопочку и попадете в такой вот дизайн. Увидите то, что вы гость, и у вас будет возможность посмотреть списки поступающих, конкурсные списки и даже поиск абитуриента. Обратите внимание, что абитуриенты указываются без фамилии, сейчас я тоже это покажу. Здесь тоже можно настраивать различные фильтры по формам обучения, по специальностям, все будет доступно и понятно. Здесь хотела бы еще обратить внимание на такой момент. Вот здесь, например, вы видите, что количество мест 14. Кто был внимательный, знает, что на эту специальность гораздо больше бюджетных мест. В чем разница? Потому что поступают вопросы. Здесь указаны места пока с вычетом всех квот. Это особая, целевая и специальная. Все, что осталось, здесь указывается. Если те квоты будут не востребованы, например, никто не пришел на целевое, на особую квоту и на специальную, все места вернутся в общий конкурс. Поэтому вы смотрите, пожалуйста, на общие цифры. Потому что из года в год не вся особая квота закрывается, целевики тоже не полностью закрывают квоты, и специальная квота еще даже не знаем, насколько она будет закрыта. Поэтому не бойтесь, подавайте документы, смотрите списки. Вот так вот будет выглядеть конкурсный список. Вы видите, нет никаких фамилий и имен. Есть номера СНИЛС и уникальные коды. Для тех, у кого нет СНИЛСов, будет просто кодировка. Это сделано для того, чтобы не было никаких претензий друг к другу. Это все-таки персональные данные. Это у всех вузов так. Вы, наверное, уже обратили внимание. Здесь... Сейчас пока очень мало народу, как видите, потому что еще аттестаты не выданы, дипломы тоже еще пока в колледжах не получены. Это выпускники прошлых лет подают свои документы. Поэтому пока картинка такая маленькая. Со следующей недели картинка будет гораздо интереснее. Ну и теперь обратите внимание на важные даты. Все, кстати, важные документы в личном кабинете абитуриента тоже размещены. Обязательно изучите свой личный кабинет, что у вас где там размещено, что нужно прочитать, где нужно что-то там нажать и прочее. Вообще изучайте личный кабинет. Для вас очень важны даты. Это дата завершения приема документов. Обратите внимание, для тех, кто поступает только по 3 ЕГЭ, дата 25 июля на бюджет. Если у вас есть внутренний экзамен, например, вы идете на логопеда, там есть творческое испытание, то ваш срок завершения подачи документов 20 июля, то есть на 5 дней раньше. Обратите на это все внимание. Обратите внимание также на вступительные испытания. У вас в личном кабинете и на почту будет приходить оповещение, когда у вас будет экзамен. Творческие экзамены проходят очно в университете. Нужно будет приехать. Все остальные экзамены будут в дистанционном формате. И следующая важная дата – прием заявлений о согласии на зачисление. И вот у вас уже к этому моменту должны лежать оригиналы документов там, где вы уже хотите учиться. И все. И последняя важная дата – это приказ о зачислении. И, как я уже говорила, видите, 30 июля будут зачислены все квотники. Для заочной формы обучения сроки немножко другие, там сдвинуты. И для коммерческой формы обучения тоже, видите, сроки сдвинуты. И
можно будет сориентироваться, если вы не прошли на бюджет, можно будет переподать свое заявление на внебюджет. То же самое, важные даты для магистратуры. Здесь я не буду уже оглашать, посмотрите сами. Дальше, что еще вам может быть интересно и важно? Стоимость обучения, она уже утверждена. Вспоминаем то самое меню на сайте приемной комиссии. Есть там такой пунктик «Платное обучение». QR-код тоже со ссылочкой есть. И есть там очень много приказов, но ваше внимание должно привлечь именно то, что вот я выделила. Есть документ такой «Снижение стоимости и скидки на обучение для студентов первого курса». Здесь уже будет указана стоимость с учетом скидки. Для граждан Российской Федерации стоимость пониже. Для иностранных граждан стоимость установлена на уровне базовых, то есть рекомендуемых значений. И теперь скидки. Здесь у нас предусмотрена система скидок для тех, кто пойдет на платное обучение. Во-первых, мы, конечно, поддержим своих выпускников и работников сферы образования. Процент скидки тоже вот указан, вы видите. Есть у нас скидки для победителей олимпиад и участников движения WorldSkills Russia. Здесь тоже достаточно большой процент скидки. Есть скидки за спортивные достижения, тоже большой достаточно перечень, нужно посмотреть. Кстати, не забываем, что все скидки предоставляются по предъявлению документа. И есть, конечно же, нюансы. Во-первых, скидки не суммируются, документы нужно принести подтверждающие, и скидки предоставляются для российских граждан, поступивших на первый курс очной формы обучения. И предоставляется скидка на первый семестр, а дальше в зависимости уже от вашей успеваемости, сохранится скидка или нет. А также у нас уже второй год есть специальные стипендии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и победителям или призерам Акмулинской олимпиады. Здесь условия тоже прописаны. Также стипендия предоставляется на первый семестр. Это, кстати, стипендия дополнительная к основной. И если успеваемость соответствующая, то стипендия сохраняется. Если вдруг появились оценки неудовлетворительные и хорошо, то значит стипендии у вас уже не будет. Ну и наши контакты. В первую очередь горячая линия, это многоканальный телефон. Кстати, мы работаем и в субботу, и в воскресенье, поэтому можно и звонить, и писать, и приходить. И наша почта. Обратите внимание, кто, возможно, поступал в том году, почта изменилась, поэтому если вы вдруг пишете письма не туда, или мы вам долго не отвечаем, проверьте почту. Ну и адрес наш, это город Уфа, улица Октябрьской революции 3А, второй корпус. Здесь кабинет не указываю, потому что 2 этажа холла полностью отведены под приемную комиссию. Там вас ждут консультанты. У консультантов полностью оборудованы рабочие места всей техникой, которая необходима для подачи документов. Они вам помогут в случае чего и подскажут, как все нужно сделать. И чтобы вы точно нашли наш корпус правильно, разместила фотографию, надеюсь, вы не потеряетесь. Ну, на этом у меня все по приему. Презентацию можно уже свернуть. И я жду ваших вопросов в чате. Мы на все вопросы постараемся ответить сразу в прямом эфире. И пока вы пишете вопросы, я бы хотела пригласить к себе в студию 2 ответственных секретарей. Это ответственный секретарь университета Абдрахманова Маргарита Викторовна и ответственный секретарь по колледжу Мукадасова Альфия Рифовна. И мы с ними поговорим на те темы, которые очень волнуют абитуриентов. У меня есть вот перечень некоторых вопросов с горячей линии как раз-таки. Я думаю, что нам помогут разобраться с этими вопросами. Первый вопрос. Какие документы требуются при поступлении, если разница при подаче документов в колледж и университет? Добрый вечер, Наталья Степановна. Добрый. Уважаемые абитуриенты, родители. Поступить в колледж можно после 9, 10 и 11 классов. Для поступления выпускники школ должны обязательно иметь на руках аттестат об основном общем или среднем общем образовании. К этому перечню документов обязательно прилагается весь комплект: аттестат или диплом, паспорт, СНИЛС, медицинская справка, формы учебная 086У, 4 фотографии 3×4, ну и заполнение заявления. То есть можно будет подать это очно, прийти в колледж по адресу улица Белякова, 25, учебный корпус номер 12, либо подать в электронной форме. И еще такой момент, очень часто задают вопрос по
дате подачи заявления. То есть дата подачи заявления никак не влияет на процедуру зачисления. То есть все решает средний балл аттестата. Да, то же самое в университете. Главный рейтинг, а не дата подачи. Не важно, когда вы принесли нам свой оригинал, первый или последний, Да, здесь влияет не рейтинг. влияет. Маргарита Викторовна, еще раз давайте повторим, наверное, перечень документов для тех, кто поступает в университет. Добрый вечер, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Чтобы поступить в университет, необходим прежде всего документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт необходим. Да? Также необходим документ об образовании. Либо это документ о среднем общем образовании, либо документ о среднем профессиональном образовании, либо документ о высшем образовании. Также необходим СНИЛС и иные документы, например, это могут быть документы об индивидуальных достижениях, медицинская справка на педагогические специальности и при наличии документы, которые подтверждают права на поступление в рамках квот. Угу. Такой вопрос к Альфии Рифовне, наверное, больше, потому что минимальные пороги вот по баллам, проходным, да, вот на что можно... Ну вот минимальный порог, проходной балл как таковой, колледж, он не поступает по среднему баллу аттестата. Но если судить по прошлому приемному году, то самый высокий порог, который варьировался от 4,9 до 4,8 баллов, это было у нас по направлениям право организации социального обеспечения, преподавание в начальных классах, туризм и земельно-имущественные отношения. Самые популярные такие направления. Самые популярные направления, да. Далее немножко порог снижался, но не так сильно, до 4,5-4,6 баллов. И минимальный порог, наверное, у нас был на специальности библиотековедения, который составлял 4-3,9. Вот. Но это естественная ситуация, поэтому, наверное, конкурс сформируется уже ближе к началу августа. Да, здесь пока вот основная масса абитуриентов не подали документы, конечно, судить очень сложно, поэтому, я уже говорила, смотрим личный кабинет, смотрим свои рейтинги и конкурсные списки. Следующий очень популярный вопрос, который касается отсрочки от армии. Какие нюансы, как предоставляется вот в колледже и в университете? Ну, отсрочка от армии существует, да, в соответствии с федеральным законом, 24 статья о воинской обязанности воинской службы, то есть абитуриенты, вернее студенты очной формы обучения имеют право на отсрочку до конца срока обучения и получения среднего профессионального образования. Здесь обратите внимание, то, что именно очной формы обучения, по заочной, очно-заочной, отсрочка, к сожалению, не предоставляется. Да, поэтому тоже на это обращайте внимание. Маргарита Викторовна, у нас в университете как? Да, студенты, поступившие к нам на очную форму обучения, они имеют отсрочку от призыва на весь курс обучения. То есть, если вы поступили на базе 11 классов, то это на весь период обучения, еще раз, это только на очную форму обучения. Если вы поступили на бакалавриат на базе среднего профессионального образования, то отсрочки нет, кроме граждан, которые имеют военные билеты. Да, здесь такой нюанс, потому что тоже на это обратите внимание. Тоже очень много вопросов на эту тему. Подскажите, пожалуйста, Альфия Рифовна, вот мы говорили про квоты в университете. Есть ли какие-то льготы, возможно, какая-то упрощенная система поступления, что вот как-то упростить, либо что может помочь при поступлении? Есть ли что-то такое в колледже? Ну, как таковых квот о целевом поступлении, как это есть в ВУЗе, у нас в колледже, к сожалению, нет. Это не предусмотрено просто. Не предусмотрено, да. Но, тем не менее, существует такая ситуация, при равенстве баллов мы можем обратиться к индивидуальным достижениям абитуриентов, и плюс учитывается договор о целевом обучении. Здесь, конечно, можно на это обратить внимание и в свой пакет документов по перечню добавить, да, договор и плюс имеющиеся достижения. Все они прописаны в правилах приема, поэтому... Здесь такой вот еще вопрос. Давайте еще раз тоже, наверное, уточним про медицинские справки. На какие специальности они точно нужны? Ну, на все педагогические направления нужна медицинская справка, это обязательно. Они ее должны представить в приемную комиссию. Плюс этот перечень специалистов дополнен еще обязательными специалистами, как инфекционист, дерматолог и лор.
То есть они дополнительно должны либо прикрепить эти справки, либо в этой же справке уже возможность, если есть, пройти. Здесь тоже небольшой комментарий. Не нужно брать столько справок, на сколько специальности вы поступаете. Вам достаточно одной справки. Вы в личном кабинете будете все равно скан справки прикреплять. Поэтому просто тоже поступал вопрос, сколько справок нужно заказывать. Достаточно одной, и дальше вы уже просто будете копии прикреплять. Да, ей пользоваться. Не нужно много-много брать. Наверное, вот такие основные вопросы прозвучали. Может быть, есть какие-то еще советы вот для тех, кто поступает в колледж? Ну, во-первых, мы в составе Акмолинского университета, а это же хороший старт, да, для успешной карьеры. Поэтому есть что уж задумываться тут, конечно, смело выбирать и поступать в колледж БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. И мы с нетерпением, конечно, будем ждать и рады учить. Угу. Маргарита Викторовна, ваши какие-то советы? Я говорю сразу, гостей я еще могу пригласить, просто сейчас будут следующие гости, следующий блок вопросов мы рассмотрим, поэтому если есть вопросы конкретно к ответственным секретарям, тоже можно будет их написать. Маргарита Викторовна, что вы можете посоветовать абитуриентам? Наталья Степановна перечислила все специальности направлений подготовки, у нас очень много направлений подготовки. В этом году нашему вузу исполнилось 55 лет, очень красивая круглая дата, и мы все вас ждем в наш университет в качестве уже студентов. Будем очень рады вам. Большое спасибо. Ну, а я уже хочу пригласить следующий блок вопросов. Здесь у меня в гостях будет Файзуллина Эльвина Фанузовна, это ведущий специалист отдела социальной и психологической поддержки обучающихся. И Хазиева Гульнас Разилевна, директор студгородка. Они помогут нам разобраться с вопросами, которые больше касаться будут уже тех, кто станет студентами. Эльвина Фанузовна, расскажите, пожалуйста, вот что входит в социальное обеспечение студентов? Что там такого интересного и полезного? Добрый вечер всем. В рамках социальной поддержки обучающимся в нашем университете проводится комплексная работа. Социальное обеспечение – это комплекс мер, которые направлены на создание и поддержание достойного уровня для жизнедеятельности обучающихся. Вообще социальное обеспечение включает в себя несколько направлений деятельности. Это и медицинское сопровождение, это и стипендиальное обеспечение наших студентов, другие формы материальной поддержки, это психологическое сопровождение, организация досуга, и отдельно тут нужно отметить организацию работы по адаптации студентов-первокурсников и социально-бытовое сопровождение. На каждом направлении хотелось бы остановиться отдельно. Медицинское сопровождение, что сюда входит? ВУЗ на основании договора с больницей номер 5 проводит медицинский осмотр первокурсников, поступивших к нам. Мы на основании графика организуем поток студентов в медицинский центр, где их принимает терапевт и узкие специалисты. На основании нашего договора все это проводится бесплатно, как только выходит приказ о зачислении. Медосмотр делается для того, чтобы получить сведения о здоровье наших обучающихся, определить группы здоровья для организации занятий физической культурой и чтобы вовремя выявить какие-либо нарушения. Стипендиальное обеспечение. Что же это значит? На слайде будут сейчас представлены все виды стипендий, которые выплачиваются в нашем университете. Все стипендии предусмотрены нормативными актами Российской Федерации. На первый взгляд выглядит все сложновато, но схема назначения на самом деле очень простая. Нужно быть очень умным. Государственная академическая стипендия назначается студентам, всем поступившим на бюджетную основу очную форму обучения высшего образования. Все стипендии предусмотрены нормативными актами, как я уже сказала, и выплачивается она в базовом размере до первой промежуточной аттестации. То есть, если хоть одна тройка, то стипендия уже снимается. Далее стипендия выплачивается уже тем студентам, которые выполнят два условия. Они закроют сессию без отметок удовлетворительно, то есть все отметки будут хорошо и отлично, и закроют сессию своевременно, что тоже очень важно.
Кроме того, если студент закрывает сессию на отметке «хорошо» и «отлично», то его размер стипендии увеличивается на 25%. Если студент закрывает сессию на все пятерки, то его размер стипендии увеличивается на 100%, что, конечно, в интересах самого студента. Если вдруг студент по каким-либо уважительным причинам не может сдать сессию своевременно, то можно написать заявление, приложив все необходимые документы, и срок сессии в этом случае продлевается. Так, что еще хотелось бы отметить по стипендиям? Если студент показывает выдающиеся достижения в области учебной, научной, культурно-творческой, спортивной или общественной деятельности, то он может претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии. Студентам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это студенты-сироты, студенты с ограниченными возможностями здоровья, студенты, которые получают государственную социальную помощь, при предоставлении подтверждающих документов назначается государственная социальная стипендия. Справка о том, что студент получает социальную помощь, выдается в отделах социальной поддержки населения или в МФЦ. Студенты, обучающиеся на первом и втором курсе вуза, которые получают государственную академическую стипендию, могут получать повышенную государственную социальную стипендию. Это та же социальная стипендия, только в повышенном размере для хорошо успевающих студентов. К материальной поддержке студентов также необходимо отнести тот момент, что студенты-сироты в нашем вузе принимаются на полное гособеспечение. Для зачисления на полное гособеспечение студент должен написать заявление и предоставить пакет документов, подтверждающих особый статус, в Департамент по воспитательной работе и молодежной политике. В сложных жизненных ситуациях нуждающимся студентам назначается материальная помощь по личному заявлению. Также нужно будет приложить документы, подтверждающие эту сложную жизненную ситуацию. То есть либо это потеря кормильца, дорогостоящее лечение, ну и прочее. Также у нас есть стипендии президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. На эти стипендии могут претендовать студенты, которые уже проявили себя в какой-либо деятельности и показали высокие результаты. В рамках психологического сопровождения по следующему направлению наши студенты могут обратиться к педагогу-психологу по возникшим вопросам и получить квалифицированную консультацию. Об этом уже после, более подробно, далее в эфире скажет сам наш педагог-психолог Макарова Светлана Аркадьевна. Следующим моментом, на который стоит обратить внимание в рамках социального обеспечения, это организация досуга. Сказано это, конечно, очень широко, но все же наш вуз славится тем, что у нас очень развита работа со студентами в плане развития студенческой самодеятельности. У нас функционирует более 30 различных студенческих объединений различного характера. Это и культурные, и творческие коллективы, и студообъединения, которые занимаются общественной деятельностью, волонтерский центр. Здесь есть для студентов возможность расти, развиваться, развивать свои компетенции. И чтобы легче было влиться в студенческий коллектив, познакомиться с условиями обучения в вузе, для студентов ежегодно, уже традиционно проводится адаптационный лагерь движения, который проходит 30 и 31 августа. Студенты в игровой форме проходят ознакомление со структурой университета, с учебными подразделениями, со структурными подразделениями и с ребятами старших курсов, ну и в целом с формой обучения в вузе. Ну, там будет весело, вам понравится. И также одним из направлений является социально-бытовое сопровождение. Тут уже речь пойдет о проживании в общежитии. Об этом более подробно расскажет директор студенческого городка
Хазиева Гульнас Разилевна. Да, здесь уже есть даже вопросы к вам, но пока дадим вам слово в общих чертах, что там, какие нюансы есть при заселении, какие-то, может быть, особые требования, вот на что обратить внимание тем, кто поступит. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые родители, наши абитуриенты. Немного информации о общежитиях студенческого городка. В студенческом городке университета у нас имеется 7 общежитий, где мы можем разместить около 3,5 студентов. 3,5 студентов, да. Количество мест позволяет заселить всех студентов бюджетной и коммерческой формы обучения в 2-, 3-, 4-местные комнаты. Студенты одного учебного подразделения заселяются у нас в общежитии компактно. Для удобства проживания обучающихся администрации вуза совместно со студенческим самоуправлением созданы все условия саморазвития каждого студента. Обустроены читальные, актовые, спортивные, теннисные залы, комнаты отдыха. В общежитиях установлена система видеонаблюдения, система контроля управления доступом, турникеты, автоматическая пожарная сигнализация, система речевого оповещения, система электронных пропусков, записи прохода в электронный журнал. Также в 2021 году у нас в 2 общежитиях был проведен частичный ремонт. В каждую комнату у нас обустроена мебелью, и каждому студенту выдается постельные принадлежности. На кухнях у нас имеется микроволновая печь, термопоты, электрическая либо газовая плита. Также если по стоимость проживания в общежитиях у нас в 5-этажках 1122 рубля, в 9-этажках от 1443 рублей до 1547 рублей в месяц. Плата за пользование жилым помещением, коммунальными услугами не взимается со студентов, обучающихся на очной форме и являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, инвалидами 1-2 группы, инвалидами с детства и так далее. Насчет заселения. Заселение в общежитии будет производиться по графику. График будет вывешен на сайте университета либо в группе ВКонтакте. Мы еще в своей группе приемной комиссии тоже продублируем информацию. В августе месяце, где будет вся подробная информация, какие документы нужно будет с собой взять. И, в принципе, вся подробная информация. У меня это еще вопрос такой. Вот, например, перваши, которые в колледже и которые в университете на программах бакалавриата, они как живут? Вместе проживают? Есть ли отдельные какие-то корпуса? Студенты колледжа у нас живут в 2 общежитиях. Это 2-е и 7-е общежитие. То есть в 7-м общежитии живут студенты после 9 класса. И во 2-м общежитии у нас живут студенты после 11, то есть более взрослые. А какая, вот часто вопрос еще, какая логика заселения? Например, отдельно в каждый факультет в своем корпусе или тоже как-то перемешано по корпусам? Мы заселяем компактно, то есть у каждого факультета свое общежитие. Здесь есть как раз уже вопрос по адресу. Проживание в общежитии для тех, кто прописан в Уфе. Есть ли такая возможность? Они вправе подать заявление. Оно рассматривается после заселения всех студентов в очной форме обучения и при наличии мест. То есть по остаточному принципу, если есть вакантные комнаты, то такая возможность есть. Так, есть ли еще какие-то такие нюансы, может быть, ошибки поступающих? Вот, кстати, часто спрашивают, можно ли заселиться на период вступительных испытаний, есть ли такая возможность? Да, можно будет заселиться, но нужно будет принести справку с приемной комиссии, то что у них в это время, там какой-то период времени будут проводиться вступительные испытания. А стоимость как рассчитывается на данный период? Там будет приказ. Все, хорошо, спасибо. Но пока вроде бы... Так, еще есть вопрос, оказывается, по вашему фронту. Проживание в общежитии для иностранных студентов платное? Конечно. Оно не для иностранных студентов платное, да? Стоимость одинаковая? Стоимость одинаковая, Стоимость одинаковая. Все, большое спасибо. Дальше я бы хотела пригласить следующего своего гостя. Это педагог-психолог Макарова Светлана Аркадьевна. Она нам подскажет и расскажет, что она будет делать с вами, когда вы поступите, на что стоит обратить внимание сейчас родителям и абитуриентам, и даст очень полезные советы. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами поговорим. У нас традиционно обычно такой блок психологической поддержки в конце собрания, чтобы настроить и родителей, и абитуриентов на правильный лад.
А вот скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Как прийти в себя детям и родителям после периода сдачи экзаменов и ЕГЭ? Наверняка все, как сейчас говорят, на стрессе. Что нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния? Да, сейчас большинство наших родителей, учащихся, уже прошли этот экзаменационный марафон. Большинство уже, так сказать, в какой-то степени избавились, да, от этого стресса, хотя не все еще оценки, не все еще результаты получены. И как реагировать правильно? Вот, например, рассчитывали на высокий балл, ну, допустим, на 80 баллов там, по математике, а получили 30. Вот что сделать, чтобы пережить такую травму? Ну, сейчас я потихонечку, да, к этому приду. Вначале хочется сказать, что, безусловно, вот этот вот экзаменационный марафон, сдача ЕГЭ – это один из самых сильных стрессов, да, причем стресс и физический, стресс и умственный, стресс и психологический. И, наверное, результаты пришли, да, они не такие, как нам хотелось бы, но сначала нам надо немножечко от этого отвлечься и просто отдохнуть, просто восстановить свои силы. Как рекомендуют медики, начинать надо с восстановления сна. То есть сначала элементарно надо хорошо выспаться. Надо выспаться. Потому что когда мы запускаем механизм стресса, это единственный способ переработать эмоции – сон. Здесь никакой алкоголь, это я для родителей. Да-да-да, уточняем. Дополнительные какие-то таблетки, дополнительная какая-то стимуляция, да, только сон. Так вот считает кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бакерия. Вот. Плюс надо полноценное питание, подключить витамины группы В, магний для полноценного восстановления нервной системы. И дальше еще несколько психологических таких моментов. Прежде чем еще принимать какие-либо решения, осознавать, да, наши плюсы, минусы, это хотя бы один день выделить, так называемый день ничего не делания. То есть отдых от всего. Отдых от всего. И проводить его так, как хочется. Не обязательно проводить его... Это детям или родителям? Не обязательно проводить этот день вместе детям и родителям. Если им так хочется, пожалуйста. Если хочется отдельно, хочется целый день валяться в постели, валяйтесь. Хочется целый день гулять, значит гуляйте. Проводить время с теми людьми, с кем приятно. Не ставить никаких целей, никаких задач, попробовать полностью вот отвлечься. Фильм есть «Красотка», где она устраивает, да, своему любимому человеку как раз такой день, и он босиком уходит по газону. Сменить обстановку. У большинства из нас есть дачи, у большинства из нас, да, есть куда выехать за город. Пусть это будет 2-3-дневное путешествие, но просто сменить картинку за окном. Переключиться, и это поможет опять-таки отбросить вот эти все мысли, которые нам не дают перезагрузиться. Потому что та ситуация уже прошла, экзаменационная ситуация уже прошла, уже дальше мы ее мало чем можем изменить, да? Поэтому, смириться, да? Поэтому нам надо перестроиться. Плюс здесь будет не лишняя медитация, даже несмотря на то, что не все, скажем, ее сторонники. Есть, конечно, люди, которым это нравится. Ну, давайте, Наталья Степановна, мы сейчас, например, закройте глаза. Закроем глаза, сделаем сначала вдох, выдох. И попробуйте настроиться на себя, на свое внутреннее состояние. Почувствуйте, какие звуки вы слышите, какие запахи вокруг вас, что вы ощущаете, что происходит сейчас. И даже... Можете открывать глазки. Не понравилось. Да, с учетом нашего сейчас общей ситуации утомления можно и заснуть. Я уже подумала, да. Вот. Даже 30 секунд такого упражнения, да, конечно, его надо периодически несколько раз за день повторять. Но дальше, даже если вы начнете с 30 секунд, это поможет вам перейти из одного состояния в другое,
перестроиться, переключиться. Вот. И хочу закончить таким вариантом: занять руки, а не голову. Правильно. Вот. То есть для того, чтобы отпустить опять вот эти все мысли, да, в голове ненужные, сейчас лишние для нас, это обратимся к медикам, по их исследованиям последним, да, ничего так хорошо не устраняет стресс, да, как рукоделие. И вот здесь уже кто во что гораст. Там родители могут использовать какие-то свои способы, дети свои, да. Может быть, у вас есть общие какие-то хобби и увлечения. Бисероплетение, вышивание, да, создание украшений, расписывание посуды. Вы можете что-то прийти к чему-то новому или вернуться к тому, на что не хватало времени. А спорт можно подключить? Ну, я здесь именно про сейчас манипуляцию руками, да, потому что это как способ очень хорошо снимает именно стресс, да, нормализует давление, восстанавливает настроение. Спорт для разрядки напряжения, да, конечно, если хочется заниматься спортом, разумеется. И как можно меньше проводить время в гаджетах. Потому что переутомленная нервная система, переутомленные наши глаза, они заслуживают как раз отдыха, да? Они заслуживают того, чтобы дать им эту возможность. Вот. На это вот обратить внимание. Так, ну а вот еще следующий вопрос. Вот всегда, когда и абитуриенты, и родители приходят, испытывают трудности, да, куда пойти, на какой факультет, какой профиль выбрать. Вот на что стоит обратить внимание при выборе профессии, если прям, человек не знает, да, что прям хочу туда. Вот к чему прислушаться, на что обратить внимание? Ну, немножечко, скажем так, у нас вот этот вопрос, да... Он большой, конечно, я понимаю. Нет, он не то, что большой. Он немного, скажем, на него нельзя полноценно ответить. Почему? Потому что этот вопрос надо себе задавать немного раньше. А здесь у нас мы загнаны в такие рамки между ЕГЭ, между вот уже сдачей ЕГЭ, получением аттестата и поступлением, да, непосредственным, подачей документов. Времени для каких-то маневров, да, для каких-то долгих раздумий его не совсем достаточно. Вот. Хорошо, если, чтобы полноценно какую-то профессию выбрать, все-таки надо перебирать варианты, надо как-то немножечко изучать эти профессии. И для этого требуются определенные усилия. Да? Тут мне хочется немножко поругать где-то, может быть, школьную профориентацию, потому что недостаточно времени во время учебы уделяется для того, чтобы увидеть, осмыслить, да, изучить профессию. Где-то класса 7-го вот уже можно действительно изучать профессии, пробовать себя. Для того, чтобы к этому выбору приблизиться. Приходить в гости к родителям, вообще смотреть, кто чем занимается, спрашивать, интересоваться, приходить на дни открытых дверей, это не запрещено. Что-то пробовать самому. Да, что-то смотреть, в интернете читать. Сейчас столько информации действительно можно найти и попробовать. Это, конечно, советы тем, кто еще только будет поступать. Тут понимаю, что те, кто уже результаты ЕГЭ получил, относительно на самом деле, как практика показывает, нам надо в 10 классе быстро определиться, да, какие мы будем сдавать ЕГЭ, а потом в 11 усиленно готовиться. И вот он выпускной, а ребенок еще не совсем даже представляет, а куда же мне идти. Да? Поэтому возьмем такой экспресс-вариант «хочу, могу, надо». Да? Это моя любимая формула, срабатывает, понятно, становится многое. И мы берем «хочу». Что это? Наши интересы, наши склонности. Можем вернуться куда-то в наше детство, вообще, что я хотел, когда был маленький. Да? Интересы, склонности. Замечательно, если дети у нас выбирали предметы, которые будут сдавать, ориентируясь на эти склонности. Да? А не только руководствуясь тем, что, например, легче сдать. Потому что потом эти ошибки, они обязательно аукаются, да, со временем. Выделили, что я хочу, что я могу. Могу – это вот как раз наши знания, умения, навыки. Это те самые результаты нашего ЕГЭ, хотя результаты не всегда бывают прям объективными, потому что испытание есть испытание, экзамен есть экзамен. Да? Там где-то кто-то перенервничал, где-то кто-то что-то забыл. Здесь, конечно, кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Кому-то вариант более легкий попался, кому-то сложнее. Да? Безусловно, эти моменты присутствуют. Вот это наше «могу».
То, что вот реально у нас на данный момент есть. А есть еще компонент «надо». Это требование общества, да, это спрос рынка труда, то, что вы лучше Ну, здесь я знаете. всегда вот привожу пример, когда вот хочу, могу, надо рассказывают. Например, я хочу быть космонавтом. Я вот такая мечта. Дальше я смотрю, а могу ли я быть? Может быть, я всю жизнь играла на скрипке, у меня плохие легкие, и у меня вообще никакой физической подготовленности. То есть здесь я уже все проваливаюсь по этому пункту. И надо ли? Я понимаю, что, например, ну сколько нужно космонавтов, да, в нашем мире? Я понимаю, что космодром очень далеко находится от того места, где я живу. Мне нужно еще туда как-то доехать, мне нужно как-то еще туда попасть. И все, вот получается, мы понимаем, что космонавтом, может быть, я и хочу, но здесь оно пока не надо. И, соответственно, я понимаю, что нужно что-то поменять либо в своих «хочу», либо что-то делать с вариантом «могу». Да. Нам надо, чтобы эти три составляющие после анализа, да, они совпали. Найти компромисс. Они совпали, да, путем компромисса, да, путем расширения зоны поиска. И в этом случае, да, мы уже будем более близки к Здесь, такому наверное, есть смысл подключить учителей и родителей, профессиональному чтобы в этом выбору. разобраться где-то, потому что опыт, наверное, их более так может пригодиться вот в формировании Ну, если надо, вот, могу. Вот мне этих кажется, что учителя и родители на данный момент времени сделали уже все, что могли. Я бы здесь порекомендовала обращаться к психологам, причем психологам-профориентологам, которые в короткий срок помогут из того, что вот на данный момент есть, да, найти оптимальный сделать какой-то да, вариант. правильный выбор. Ну и такой вот тоже каверзный вопрос. Вот что делать? Ну, не поступил. Вот не прошел по конкурсу никуда и вот не поступил. Что делать такому ребенку? Как быть? Родители нагнетают, понимает, что сам где-то не доработал. Вот как быть? Так, ну начнем с самого главного. Это, конечно, самая худшая такая ситуация. Это очень редкая, но она бывает. Надо просто... Нет, на самом деле ситуация, скажем, худшая ситуация – это когда тебя съели. И то у тебя есть два выхода. Да? Вот. Подумаешь, не поступил. Вернее, это же тоже относительно, да? Когда человеку кажется, что он не поступил, может быть, ему не хватило баллов, не хватило именно в этот вуз. Значит, первое. Если не хватило баллов, чтобы поступить именно в выбранный вуз и по выбранной специальности, да? То есть ребенок действовал осознанно, это, конечно, будет большая, так скажем, для него фрустрация. Да? Для человека, который меньше прилагал усилий, меньше фрустрация, но в целом достаточно неприятно. Главное не впасть в отчаяние. И я так рекомендую сейчас обратиться к тем советам, к тем способам, о которых я говорила в пункте 1, то есть переключиться. Первое сначала, да, надо в любом случае переключиться, чтобы у нас заработала голова, чтобы у нас включились когнитивные наши способности, да, наше мышление, нам необходимо снизить эмоциональный фон. И для этого вот эта перезагрузка нам необходима. Надо успокоиться родителям, надо успокоиться детям и просто несколько дней про это не думать, не говорить. И потом взглянуть уже трезвым взглядом, наверное, Да. таким объективно, что Да. дальше делать. И затем попробовать рассмотреть вот эту сложившуюся ситуацию уже не как там трагедию, да, а как некую задачу. Вот я для себя набросала, вообще вариантов на самом деле может быть, наверное, гораздо больше. Вообще у каждого человека он может быть какой-то свой индивидуальный, да. Набросала 3 таких вот варианта, которые наиболее типичные, да. Например, да, год отпуска перед поступлением. Звучит это для некоторых людей страшно, но ранее это вообще было достаточно распространено. То есть дать себе возможность год отдыха перед поступлением, так называемый gap year, сделать паузу. Для кого может быть полезно? Для тех выпускников, кто вот ничего, кроме желаемого вуза, видеть не хочет. Только это. И для тех, кто как раз, как у нас с вами во втором вопросе, про который мы говорили, для людей, которые не уверены, куда поступать. Этот год им даст, да, они могут устроиться на работу, расширить круг знакомств, узнать о различных профессиях,
каких-то других образовательных возможностях, да, и уже совершенно по-другому осознанно поступать на следующий год. Другой вариант – подать документы, скажем так, в желаемый вуз у нас не хватает, да, возможности, подать в менее престижный вуз. Да, чтобы времени не терять, да? Чтобы не терять времени на ту же самую специальность. Ну, в этом случае мы не теряем год, да, это преимущество. Мечта ближе становится. Мы экономим время, да, скорее всего, и деньги тоже. Ну, если это, в любом случае, даже если это у нас бюджет, не нужно ждать следующего года, чтобы стать студентом. И, как правило, в менее, так скажем, каких-то не МГУ, да, не БАМ и так далее, где студенты все-таки в большей степени по максимуму сосредоточены на учебе и загружены, и очень высокая конкуренция. Там, где нет такой конкуренции, учиться легче, и можно воспользоваться, расширить свою трудовую деятельность. Тут и раскрыться, наверное, больше шансов. И раскрыться можно работать, если в этом есть необходимость или желание, да, и, например, совмещать, да, выбранную специальность с выбранной работой, Кстати, что тоже будет насчет плюсом. совмещения такой плюс есть у педагогов. С 3-го курса можно работать официально и получать уже опыт. Можно какие-то дополнительные курсы подключать, да, можно какую-то доп. Специальность, что тоже у нас практикуется. Кстати, да? у нас очень много бесплатных курсов есть для студентов, поэтому тоже не запрещено. Можно расширить свои знания вполне, даже ничего особо туда не вкладывая, кроме желания. Ну и вот третий вариант, который тоже мне так в голове нарисовался, да, расширить зону поиска, включив в него другие специальности. То есть мы ограничены нашими результатами, то есть с данными результатами и с данными нашими предметами. Этим мы ограничены, но это все равно не одна специальность, на которую мы настроены. Да? Может быть, рассмотреть смежные специальности. Да, как вариант, потому что вполне возможно, вам даже понравится там больше учиться, вы просто не знали о существовании такой другой специальности. Действительно так бывает. Вот. И поэтому, если не получается поступить в заветный вуз, да, на заветную специальность с первой попытки, то на самом деле эта жизнь дает нам выбор. Жизнь дает нам выбор. Мы либо пойдем этой дорогой через какой-то промежуток времени, да, будем штурмовать снова и снова, либо выберем другой путь. И совершенно неизвестно еще, какой вариант будет лучше, да? У меня был пример. Один из моих родственников 5 раз поступал в медуниверситет до тех пор, пока не поступил на бюджет. Но это было в советское время, конкурс был там, соответственно, бешеный. И он поступил и стал врачом. Цель была. Это мы можем рассмотреть, вариант вашего родственника, мы можем рассмотреть как первый, да? Да. Я могу сама добавить, что я поступала в мединститут, тогда еще был университет, мединститут 2 раза. Вот. У меня был красный диплом в медучилище, мне надо было сдать один предмет, но я упорно по химии получала 2. И в какой-то момент, да, меня просто позвала подруга, она сказала: пошли сдавать, надо сдавать биологию, надо писать сочинения, пойдем учиться на психологов. Вот и так и получилось, что вот такой вот какой-то путь непрямой, скажем так, да, привел меня, например, в то место, где мне хотелось бы быть. То есть вы не пожалели? Я не пожалела. Тем более в медицине я уже была, и я знаю, что там есть. Еще мне тоже здесь такой вот совет. Очень много бывает, наверное, может быть, ошибок или каких-то не вовремя сделанных действий, когда вот произошла такая ситуация, просто не обратились, не спросили у того человека, который знает, что можно сделать, какие еще бывают варианты. Даже те же приемные комиссии обратиться, да, можно, например, Конечно. какие есть варианты с таким набором, всегда посмотрим, подскажем, куда можно пойти. Даже с теми порогами ЕГЭ у нас в зависимости от учредителя университета есть разные пороги, можно посмотреть, в каких вузах они ниже или какие-то, может быть, вообще другие. Поэтому здесь просто нужно не стесняться, спрашивать и уточнять всю информацию. Зачастую просто спрашивают тогда, когда это уже бесполезно. Приемная комиссия на то и существует, чтобы удовлетворять, да, в общем-то, все, информационную, по крайней мере, потребность студентов и родителей.
Все, большое спасибо за такую информацию. Я уже, наверное, перейду к тем вопросам, которые к нам поступают в прямом эфире, и постараюсь ответить на них максимально подробно. Так, да, поступил вопрос, нужна ли медицинская справка. Я думаю, что мы вполне полно ответили, но здесь уточнение на специальность лингвистика. При поступлении на направление лингвистика, неважно какой профиль, медицинская справка не нужна. Так, дальше тут не могут найти на сайте контрольные цифры на бюджет. Это нужно зайти в приемную комиссию. Если вам прям нужен документ, это нужно пролистать страничку до самого низа. Там будет документ с названием «Количество мест по различным условиям поступления». Там будет и бюджет, и внебюджет, бакалавриат, магистратура. Единственные дополнительные места по магистратуре будут отдельным документом. Так, следующее. Вступительные экзамены будут проходить в университете или дистанционно. Здесь все зависит от того, куда вы поступаете. Все творческие экзамены будут очно, например, рисунок, ОФП – это основы физической подготовленности, у логопедов, у тех, кто поступает на музыкальное отделение, хореографическое, будут экзамены очные. Здесь у вас, прошу обратить внимание, я забыла огласить вам этот момент, есть такой документ «Расписание вступительных испытаний», оно уже висит на сайте, вы можете посмотреть, что, где, когда. Там есть нюансы по формам обучения, смотря куда вы, на какую форму обучения вы поступаете, на какой факультет, и там написано, где, что и как будет. Поэтому обратите внимание на этот документ. В личных кабинетах это тоже будет размещено. Следующее. Так. Не могу открыть приказ о зачислении 2021 года, чтобы узнать, какие были проходные баллы. Приказы прошлого года размещены на сайте приемной комиссии. Нужно пролистать в самый низ страницы, и слева будет такое меню, там будут приказы прошлого года. 2021 год там размещены, можно посмотреть. Но еще раз говорю, проходной балл – это такой очень ориентир, который может вас сбить с пути, и вы можете побояться и не поступить, и упустить свой шанс. Поэтому мой совет – не бояться поступать на те направления, которые вам нравятся. У вас есть возможность 5 направлений в университете, достаточно большой выбор, а на внебюджет вообще без ограничений, поэтому подавайте документы, не бойтесь. Потому что конкурсная ситуация формируется только в процессе, когда все туда подались. И, например, вы видите, что там последний человек, у него, допустим, там 150, а у вас, допустим, 160, вы не подались, у вас, соответственно, в конкурсном списке и не будет. Поэтому никаких ориентиров в плане проходных баллов нет. Здесь единственный плюс, что это творческое направление, там будет экзамен по рисунку. На рисунке вы, конечно же, можете проявить себя на максимальное количество баллов. Обязательно ознакомьтесь с консультацией и программой вступительного испытания, готовьтесь. Я думаю, что шансы хорошие, если вы тем более хорошо рисуете и знаете, куда поступаете. Здесь, кстати, хочу сразу предупредить на худграф, если вы никогда в жизни не держали карандаш, нет смысла поступать, потому что здесь не учат рисовать. Здесь учат тех, кто уже умеет рисовать. Очень частое заблуждение, что в колледже, по-моему, есть такие у нас абитуриенты, что в университет удивляются, что здесь не учим рисовать. Не учим. Мы уже учим тех, кто умеет. Следующий вопрос. Будут ли организованы экскурсии для родителей на факультеты вуза? Ну, сейчас уже такие мероприятия профориентационные у нас в основном закрыты, только технопарк принимает гостей так активненько. В принципе, в течение года у нас проходят дни открытых дверей, в том числе на факультетах. Там свободный доступ, можно спокойно походить, посмотреть. Если сейчас есть такая возможность, то можете написать на факультет, либо связаться с факультетом на сайте педуниверситета. Есть такая кнопочка «Структура университета». Если вы созвонитесь с деканатом, мне кажется, вам пойдут навстречу и примут вас в гостях, покажут, расскажут, потому что почти все факультеты получили новое оборудование, интересные лаборатории, мастерские открыли, есть что показать и посмотреть. Поэтому созванивайтесь с факультетами, я думаю, вас в гости позовут. Так, следующее. На какую профессию я могу идти работать, если закончу факультет генетика? Так, но если вы закончите направление биология по профилю генетика, вы будете иметь квалификацию биолог. Поэтому вы сможете работать в каких-то
научных организациях, где нужны именно биологи. Это может быть какие-то медицинские организации, где проводятся какие-то лабораторные исследования, анализы. Здесь, может быть, вы захотите остаться в университете на этой же кафедре, но тогда нужно будет поступить в магистратуру. Здесь очень много вариантов. Именно нужно смотреть, что вам по душе. И, конечно, сейчас сложно представить через 5 лет, какие будут у нас прям профессии вакантные. Но в основном очень много выпускников трудоустраиваются в организации, связанные с медициной. Так. На коммерческое обучение какая цена? Стоимость обучения уже тоже вывешена. Можете посмотреть, я презентацию тоже обязательно прикрепим, наверное, под видео. Там есть QR-код, по которому можно пройти и посмотреть стоимость обучения. Так, следующий вопрос. Так, сколько стоит обучение на подготовительные занятия по рисованию на худграфы, когда начинаются курсы? Здесь смотрите, пожалуйста, новости, потому что курсы, по-моему, только-только набирают, и должна появиться информация, и там все будет буквально... Уже говорят, вот уже новость сегодня, наверное, появилась. Посмотрите, пожалуйста, на официальном сайте в разделе «Новости» должна была быть вывешена информация, и контакты тоже там должны быть. Следующее. В приемной комиссии только принимают документы. Получить консультацию по вопросам обучения нельзя. Можно ли задать вопросы деканам или завкафедрам? Здесь смотрите, смотря какой вопрос. Если, например, вопрос по экзамену, то нужно будет посмотреть видео, которое будет посвящено консультации. Там будут в конце указаны именно контакты человека, который как бы отвечает за вступительные испытания. Если вы хотите конкретно про какой-то факультет что-то узнать, то можно, да, позвонить в деканат и задать свой вопрос. Если какие-то в плане именно общего поступления на факультет, то это в приемную комиссию. Здесь просто нужно знать, что вам нужно знать. Так, следующий вопрос. В какой день сдают творческий экзамен при поступлении на дизайн? Здесь тоже, уважаемые абитуриенты, посмотрите документ, расписание вступительных испытаний. Там есть дни. Обратите внимание, на какую форму обучения вы поступаете, и уже смотрите, когда вам нужно будет подойти, что с собой взять. Обязательно посмотрите консультацию. И здесь еще тоже такой момент. Например, вы поступаете на 3, 4, 5 направлений, и у вас в каждом направлении, допустим, есть экзамен по рисунку. Вы не сдаете его 3 раза, вы сдаете 1 раз, а результаты учитываются уже во всех 3 направлениях. И тоже такой нюанс, экзамены не пересдаются, вы сдаете 1 раз. И обратите внимание, кто сдает дистанционно, там будет указано у вас в личном кабинете время доступа к экзамену, и нужно обязательно заходить на экзамен онлайн хотя бы за час до его завершения. Иначе вас просто из системы, грубо говоря, выкинет, и вы не сможете завершить свою попытку сдачи вступительных испытаний. Есть такое понятие резервные дни. Это, например, что вы не смогли в основной день прийти по какой-то уважительной причине. У вас есть медицинская справка, у вас какой-то документ есть на руках, что подтверждается именно, что в этот день, в это время вы не смогли прийти на экзамен. В этом случае разрешается в резервный день сдать, потому что есть такое понятие резервные дни в расписании. Так, следующий вопрос. Как называется колледж? Наш колледж называется просто колледж БГПУ имени М. Акмуллы. Он находится в нашей структуре, адрес у него Белякова, 25. Если нужна какая-то экскурсия, тоже, наверное, можно позвонить, приехать, посмотреть. Там достаточно удобно добираться вполне. Поэтому посмотрите, созвонитесь с приемной комиссией и спросите, когда там можно будет уже посетить. В принципе, прием документов открытый, можно уже приходить. В любой день, вот говорят, уже можно приходить. Там уже в зависимости от ваших вопросов вам подскажут, может быть, сразу что-то и покажут. Так, следующее. В каком формате будет проходить внутренний экзамен по башкирскому языку сочинения? Здесь, пожалуйста, посмотрите программу вступительного испытания. У меня есть слайд, посвященный этому. Вам нужно выбрать на сайте приемной комиссии кнопочку «Бакалавриат». И в 5-м пункте, на 5-м шаге, там размещены все программы вступительных испытаний. Там описано, что и как будет проходить. Плюс будет консультация, где вам тоже объяснят. И если что-то будет непонятно, может быть, можно будет по указанным контактам уже позвонить или написать председателю предметной комиссии и уточнить вопрос. Обычно после консультации уже все всем понятно, там вопросов уже не возникает. Так,
Какие дополнительные языки изучаются на факультете английский язык и русский язык как иностранный? Здесь, смотрите, в рамках программы вы изучаете английский язык и русский язык. Здесь причем специфика: русский язык вы будете готовы как бы преподавать для тех, для кого русский язык не родной. А в плане дополнительных курсов там достаточно широкий спектр. Основные языки, конечно, это немецкий, французский. И еще есть различные стажировки, программы повышения или переподготовки в других каких-то вузах. Там очень много вариантов. Также у нас есть факультет башкирской филологии, где у нас, как вы видели, есть и арабский, и китайский, и турецкий. Можно тоже с этим факультетом посмотреть, изучать вот эти языки. Здесь все зависит от ваших возможностей и, наверное, от желания. Потому что чем больше языков вы изучаете, тем сложнее их осваивать. Можно также, если прям хотите конкретно, какие языки, когда начинаются курсы, можно позвонить на факультет, уточнить. Для студентов обычно еще бывают скидки, если курсы платные. Так, следующий вопрос. В вступительных экзаменах нужно будет сделать реферат в магистратуре. Можно любой выбрать реферат и будут ли проверять на плагиат или еще в какой-то либо системе. Здесь реферат, обратите внимание на программу вступительных испытаний, там указаны тематики рефератов возможны, вы должны выбрать, а не просто какой-то реферат. Обратите внимание на требования к реферату. Ваш реферат будет читать комиссия, предметная комиссия, поэтому будет ли на плагиат, тут все возможно, не надо списывать. Сразу списанные и скачанные видно. Поэтому обратите внимание на уникальность своего текста и на то, что все-таки это будут читать. Тем более вы поступаете в магистратуру, тут уровень должен быть соответствующий. Так, следующий вопрос. При платном обучении, когда выдадут студенческие, когда документы сдают и когда начинается учеба? Здесь обратите внимание, что учеба у очников у всех начинается 1 сентября. Там, как уже было озвучено, до учебы будет 2 дня у вас адаптационный лагерь. Вас тут будут водить по факультетам, институтам, структурам, будут вас развлекать, знакомить между собой, а потом вы уже приступаете к учебе. Здесь главное в нужный корпус подойти, знать, на каком факультете вы учитесь. Здесь тоже будет программа лагеря размещена заранее. Так, и еще здесь же в этом вопросе было, когда дадут студенческие. Здесь уже после вашего зачисления, когда мы передадим все ваши личные дела в деканаты, вы уже принесете необходимые фотографии, количество, еще какие-то документы, вам будут оформлять все, что нужно для студента. Это будет в течение сентября, вы все получите обязательно. Единственное, если вы являетесь иностранным гражданином, возможно, будут еще какие-то дополнительные требования к вашим документам, потому что здесь есть, наверное, вопросы, связанные с визой и с прочими какими-то нюансами. Поэтому здесь, я думаю, что в течение сентября точно все решится. Если есть какие-то такие очень узкие специфические вопросы по нахождению в университете иностранных граждан, лучше, наверное, обратиться в управление международный отдел, который как раз-таки все подскажет, какие документы вам еще будет необходимо дополнительно представить и куда в случае чего обратиться. Так, вопрос следующий. Победителю Гагаринской олимпиады дополнительные баллы прибавляются сколько? Здесь, смотрите, сейчас так сразу не скажу. Нужно посмотреть, входит ли Гагаринская олимпиада в перечень олимпиад Министерства просвещения или Министерства образования. Можете, в принципе, сами, если в интернете найдете, проверить. Так вот сразу не скажу. Если у вас есть такой сертификат, что вы победители, лучше прикрепите в личном кабинете, его все равно проверят и уже точно скажут, можно ли зачислять баллы или нет. Если эта олимпиада входит в перечень Минпросвещения или Министерства образования и науки Российской Федерации, то у меня был слайд с табличкой, где указано, сколько баллов за что дается. Так. На лингвистику может дать школа направление на целевое обучение. Теоретически, конечно, это возможно. Если школе нужен такой специалист, ограничений нет. Просто учтите, что после лингвистики у вас будет квалификация переводчик, и сможет ли школа вас потом трудоустроить с этой квалификацией. Но тут возможен вариант, что вы пройдете еще дополнительно либо перед подготовку
связано с преподаванием, да, иностранных языков в школе, либо вы пойдете в педагогическую магистратуру, тогда проблем не видим, вполне можете взять. Так, следующий вопрос у нас. Вот уже был, если подавать на множество специальностей, нужно ли с такое же количество медицинских справок? Нет, вам достаточно одной медицинской справки, дальше вы будете уже с копиями общаться, точнее предоставлять нам копии этой справки. Творческие экзамены будут ли проходить в очной форме или дистанционно? Творческие все очно, в колледже тоже правильно у нас все в очном формате. Тоже обратите внимание на расписание и место проведения экзаменов. Там могут быть разные корпуса и адреса разные. Обратите на это внимание, пожалуйста. И приезжать лучше, конечно, заранее, мало ли что. Посмотреть, правильно добраться вовремя, место посмотреть, может быть, что-то как-то подготовить для себя. Поэтому приезжайте, пожалуйста, на очные экзамены чуть-чуть заранее. Не забудьте паспорт, потому что допуск по паспорту. Так, дальше. Проживание в общежитии для иностранных студентов платно, это мы уже отвечали. Когда начало собрания? Так, непонятно какого собрания. Если для студентов, первокурсников собрание у нас сначала адаптационные лагеря, потом, конечно же, будут собрания для первокурсников, там тоже все покажут, расскажут. И родительское собрание первокурсников тоже будет, тоже родителям все покажут и расскажут. На факультеты отведут. Кстати, вот был вопрос тоже про экскурсии. Если поступите, первокурсники обязательно встречаются с родителями на факультетах, поэтому можно будет тоже посетить. Так, следующее. Иностранный гражданин закончил первый курс башкирского филиала Института кооперации, факультет менеджмента. Хочет поступить в наш университет на факультет музыкального образования. Время обучения сокращается или нет? Здесь смотрите, вы будете поступать на первый курс, и если у вас есть справка о том, какие вы предметы сдали вот в филиале Института кооперации, то при совпадении предметов вам могут перезачесть эти предметы, и вам не нужно будет их повторно изучать. Здесь, я не знаю, нужно смотреть учебные планы, насколько там вам хватит этих предметов. Скорее всего, частично первый курс вы закроете переаттестацией. Но это уже вы будете решать в деканате. После того, как вас зачислят, вы принесете все документы, и уже там вам подскажут, насколько вам, что можно перезачесть и как сократить ваш срок обучения. Так вот сразу не скажу. Ну, на много точно не сократят, потому что у вас только первый курс. Так, если шанс поступить на бюджет имеет 230 баллов, если требуется на факультете 250-260. Здесь я уже говорила, нет такого прям требуется. Все зависит от того, какие абитуриенты подают, насколько сильные, и какие у них баллы. Поэтому подавать точно нужно документы, следить нужно обязательно за своей конкурсной ситуацией и очень внимательно следить за личным кабинетом, потому что, обращаю ваше внимание и внимание родителей, когда даже вот в день завершения приема документов закроется онлайн прием документов в 6 вечера, обратите внимание, также будут перенесены в систему абитуриентов все данные с госуслуг, все, кто там подавался, подгрузятся все те, кто прислали документы Почтой России или какой-то службы доставки, будет проверено, кто успел по времени доставить документы в университет. Вот когда это все подгрузится, тогда будет окончательный рейтинг. Поэтому, если вы вдруг видите, что вы, например, в 17:59 были 10-м и вдруг оказались 20-м, это нормальная ситуация, потому что все подгружается, выгружается, и только потом формируется конкурсный список, который мы вывесим на сайте. И вот тогда только в нем вы можете точно быть уверены, вы на какой позиции. И потом начинается у нас уже этап согласий и сдачи оригиналов, если вы его не сдали. Еще раз напоминаю, без оригинала в этом году мы не зачисляем. Это касается всех уровней образования. Так, где и когда будет проходить творческий экзамен? Здесь вот нужно еще раз посмотреть расписание по рисунку. Это однозначно, если вы поступаете на дизайн, это будет однозначно первый корпус, художественно-графический факультет. Это здесь рядом со вторым, поэтому точно можете ориентироваться на этот корпус. Если есть какие-то такие вопросы по постановкам или еще что-то, какие-то такие специфические, можете позвонить на факультет, вас там тоже проконсультируют.
Так, есть список вопросов для вступительных экзаменов по хореографии. Есть программа вступительного испытания по хореографии, она тоже размещена на сайте. Выбираете кнопочку бакалавриата, идете на 5-й шаг. Там прикреплены все программы вступительных испытаний. У магистратуры тоже уже выложены все вступительные испытания. Так, после колледжа студент, если продолжит обучение в бакалавриате, он сядет сразу на 2-й курс. А здесь смотрите, какая логика. Вы зачисляете все на 1-й курс, но те, кто закончил колледж, у них происходит процедура переаттестации и сокращения сроков обучения. Поэтому вы будете учиться, например, не с 3-го курса по 5-й, вы будете учиться с 1-го по 3-й. Там 3,6 обычно сокращают, 3 года, 6 месяцев, если вы на заочке. Поэтому здесь все зависит от того, насколько ваши учебные планы пересекаются с нашими учебными планами. Обычно максимально все стараются перезачесть, чтобы максимально сократить срок обучения. Это вы уже будете после зачисления в своем деканате. С вами будет проведена эта работа, не переживайте, вас не оставят учиться полный курс, если у вас есть диплом колледжа. Так, ведется ли университетом работа по трудоустройству студентов по окончании специальности перевод и переводоведения? Здесь обычно, конечно, студенты в ходе, как сказать, практик находят себе работодателей. Очень многие студенты подрабатывают и репетиторством, и в каких-то лагерях уезжают очень многие в другие страны преподавать английский язык. На стажировках очень тоже много студентов. Поэтому здесь мы помогаем. Очень многие наши выпускники по этой специальности работают в аэропорту, в туристических фирмах, то есть везде, где нужны какие-то языки, знания языков. Протокольные группы в администрациях тоже с удовольствием принимают наших выпускников. Поэтому здесь проблем с трудоустройством обычно нет. Так. По хореографии, так, а вот тут уже даже вам ответили по хореографии, на что обратить внимание. Так, какие фото нужны, черно-белые или цветные? Здесь на ваше усмотрение, требований к фотографиям у нас нет, это как в деканат принесете, здесь все от вас зависит, какие вам нравятся, такие приносите. Есть ли у студентов колледжа производственная практика, где она проходит? Здесь, конечно, зависит от того, какая у вас специальность, потому что практика обычно проходит по профилю. Например, если вы учитесь на дошкольном образовании, то логично, что практика у вас будет в детском саду. Если на начальном образовании вы будете в начальных классах на практике. Если, например, у вас земельные имущественные отношения, то, скорее всего, в кадастровых палатах, наверное. Да, в различных таких организациях. Все зависит от того, куда вы хотите поступить. А практики, конечно, будут. И в бакалавриате будет много практик, почти на каждом курсе есть. Иногда бывает по 2 практики, они бывают по-разному распределены в разные объемы. У педагогических специальностей обычно бывают очень большие такие практики с погружением, когда вы буквально на месяц, на 2 уходите практиковаться и работать с детьми. Все зависит от профиля. Так, когда иностранные абитуриенты должны приехать в Уфу, какого числа? Здесь, смотрите, все зависит от того, на какую форму обучения вы поступаете. И лучше здесь, конечно, держать связь с международным отделом, потому что там есть нюансы по документам, по оформлению ваших виз. Здесь вот так сразу не скажу, но здесь вы точно должны быть до начала учебного года. То есть, когда начнется учеба, вы уже точно должны быть здесь. Так, время работы приемной комиссии у нас указано с 9 до 6. Мы работаем и в субботу, и в воскресенье, поэтому, когда вам удобно, приходите без проблем, тоже вас примем. Так, ну, я думаю, что основные вопросы мы уже осветили. Если что-то мы тут забыли, можно будет нам написать на почту. Мы еще раз посмотрим ваши вопросы. Возможно, у кого-то возникли более тонкие вопросы, такие с нюансами. Тоже можно написать на нашу почту. Контакты вам тоже вам показывал в презентации. Можете туда написать, либо позвонить. Постараемся помочь. Время нашего эфира, к сожалению, уже подошло к концу. Большое спасибо всем тем, кто присоединился к эфиру, задавал активно вопросы. Ждем вас в нашем университете и желаем вам самых высоких результатов по всем ЕГЭ, которые вы сдавали.